научную, музыкальную общественность республики, творческую интеллигенцию, студентов, школьников, как это сейчас идут, и, конечно же, соратников, коллег и друзей композитора. Имя Филиппа Мироновича Лукина тесно связано с развитием и становлением профессиональной музыки в Чувашии. Он проявил себя как талантливый деятель. Его многочисленные ученики стали украшать. К этой знаменательной дате Национальная библиотека Чувашской республики выпустила электронное издание «Филипп Лукин. Корифей чувашской вокальной музыки». Филипп Лукин, Юра Телевисты. Издание собрано и опубликовано. Основные документы и материалы, опубликованные материалы о многогранной творческой деятельности композитора. Электронное издание содержит монотекстовые материалы, фотоматериалы, видео, аудио, галерею и также архивные документы из фондов Национальной библиотеки Чувашии, Национальной библиотеки Республики Дагестан имени Расула Давзакова и также архивных учреждений республики. Материал предоставлен на русском и чувашском языках. В основном они расположены у нас в основных 4 разделах. Это «Жизнь и творчество», как говорится, там меню, «Увековечение памяти Филиппа Лукина», «Галерея» и «Библиография». Издание адресовано специалистам и также широкому кругу пользователей, интересующимся художественной культурой Чувашии. Вот у меня сейчас это как раз сигналит я, пока чувашский вариант подготовится. Кто хочет, есть возможность пока вот это все ознакомиться с содержанием данного диска в стенах нашей библиотеки и при желании, конечно, можно его приобрести. Неоценимую помощь при подготовке издания оказали Национальная библиотека Республики Дагестан имени Расула Гамзатова и, конечно же, Чувашская государственная институт гуманитарных наук, Государственная киностудия Чувашкино и архив электронной документации, Союз композиторов СССР, Ассоциация композиторов Чувашской республики и, кого я еще забыла, Международный мемориальный музей имени Филиппа Лукина. Особую благодарность выражаем ведущим музыковедам республики Михаилу Григорьевичу Кондратьеву, Светлане Ильичне Макаровой, композиторам Юрию Дмитриевичу Будакову. Поднимитесь, пожалуйста, Юрий Дмитриевич. Мы вам похлопаем, да. И, конечно же, нашему известному режиссеру, кинорежиссеру Цыпленкову Олегу Михайловичу. Но еще, что не забыли, среди нас сегодня очень уважаемый человек, любимый всеми народный чувашский народный поэт, народный поэт Чувашии Юрий Семенович Семенье. Дорогие друзья, открывает наш вечер хор Чебоксарской муниципальной певческой капеллы «Классика». Художественный руководитель и главный дирижер Александра Васильева. Так, они подводят. Спасибо. Чебоксары. Хоровое приложение песни «Шупашка». Концертмейстер. Заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Чувашской Республики Юрий Трепов. Thank you.
На волжских просторах. На слова Ефимова. Молодежная хороводная. Слова Исьеля, перевод Семерниной. Огонь!
директорам Чувашской государственной филармонии. Слово заслуженному деятелю Чувашской республики, члену Союза композиторов Российской Федерации, председателю правления Союза композиторов Чувашской республики, директору Чувашской государственной филармонии, преемнику Филиппа Лукина, Казакову Николаю Ниловичу. Пожалуйста, Николай Нилович. Salamlar, şeklinde çarpıları var. Merkeze tanzima regalas gelecek Çuvaş kompozitörün gerçeği Manzara İmancı, Zevşutlar, Mukim Yıldız'ın takırbulu yolu koşu yadraşça Çuvaş şerince Çuvaş kışanlılar, Cüfne Mukim Yıldız'ın de ulaşık buldu Zevşutlar'ın. Хочу сказать, Филипп Ивановича Лукина я знаю 1979 года. Во-первых, он был из очень сильного рода Лукиных. Его брат был одним из основателей Чувашской автономии, работал руководителем, одним из руководителей Чувашской автономии. И потомки Лукина тоже очень сильные люди. Меня радует, что в Красноармейском районе живут и трудятся. И председателем колхоза был его внук. И сейчас работают, не покладая рук. Я думаю, это тоже наложило отпечаток на то, какой Лукин. Обычно композиторы, они бывают такие витающие в облаках люди, но Филипп Иванович, он и крепко при этом стоял на земле. Был очень мудрым руководителем. Я его вот запомнил именно как первым нашим помощником. И во многом благодаря деятельности Лукина и сегодня существует Союз композиторов, не только существует, но и развивается. У нас сегодня 15 членов Союза композиторов, которые живут не только на территории Чувашии, но и в других странах, на всех континентах, но пишут чувашскую музыку. Спасибо вам всем. Красноармейский район – родина выдающихся композитора Филиппа Лукина. На его малой родине открыт Народный мемориальный музей имени Лукина, а 2013 год назван годом Филиппа Лукина. У нас сегодня очень радостное событие. Я вот на той неделе связалась с дочерью Филиппа Лукина, Татьяной Филипповной Царенко. И вот они сегодня именно к этому мероприятию выслали видеообращение. Вот, я прошу сейчас включить программистам. Видеообращение от внучки Марианны Филиппа Лукина и от Марианны внучки. Дорогие друзья, большое вам спасибо за то, что вы не забываете моего любимого дедушку Лукина Филиппа Мироновича, который отдал всю свою жизнь, все свои силы развитию чувашской национальной культуры, чувашского колорита. Он очень болел проблемами народа. Он представлял Чувашскую республику на различных конференциях, съездах. Много-много сделал для развития музыкального творчества, хорового пения. Спасибо огромное, очень отрадно мне, внучке великого чувашского композитора, за то, что спустя достаточно долгое время после смерти вы помните Филиппа Мироновича, вы устраиваете вот такие вот вечера памяти. Я желаю вам, чтобы Чувашская республика процветала, чтобы культура чувашская шла вперед, развивалась, чтобы в вашей очень прекрасной республике вырастали новые композиторы, поэты, и развитие культуры являлось приоритетным направлением в развитии республики. Спасибо вам большое, дорогие мои, что вы помните моего дедушку Филиппа Мироновича Лукина. Я знаю, что... Мы очень рады видеть на сегодняшнем праздничном вечере
и администрацию Красноармейского района. У нас сегодня в гостях начальник отдела социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района Осипова Рена Михайловна. Рена Михайловна, вам слово. Добрый всем день. Урубын булдырбурнеде. Педихавас и передевая циринге шагынбек пызык та мухтавла мероприятие проля пума. Администрация енчень. Егер Сирия курнеде тавдыватыр перед земляк. Ендеш Филипп Миронович Лукина. Сума суза шагында пуштарынса. Onun şerke birikşu tutargıне палудумна тунежен. Шамбекев хамыр енченде егер сағалмар ішсен туза бұратпат Филипп Миронович Лукин ятнев чулеш білестезе. Бұл балақ культура егер жуглазан терлерен тезле фестивальзе. Нумай маш бірікшу дайалар Филипп Миронович Лукин шер шу тударгыне қалағылаза. Оның шуралына шерінже, чадукасынже шер шулги юбилейба песни парада друзей. Педем республика Ри хор коллектив зем худшамза пызык мероприятий тердима. Шамбегев кыжалки жулда дел шерге билікшу тударгыне қалалаза Ағаден Маргерн районда День республики в Красноармейском районе ертірі. Шағынба ана қалалаза егер кыжалда Шағынбек пызык фестиваль Республика Шаенже песни порадуем друзей ертертіма, ергелеріма. Оның гала-концерті бара шар 22 июнде ерте. Сирия ширим сывлых иксер метелей сунат бір район, Красноармейский район администрации енжей. Егер жанзадырат бар енжейде Филипп Миронович Лукинын юрлизем баян егонда янраши болзан, он юрлизем хыжанчен янраши, он выл перенде яланах парле, выл яланах чере. В 2012 году в детской музыкальной школе номер 5 город Чебоксары было присвоено имя Филиппа Мироновича Лукина. Филипп Лукин. Светлая мечта. Дуэт в составе преподавателей Чебоксарской детской музыкальной школы имени Лукина. Инны Жмакиной. Домра. Газинура Корнеева. Синтезатор.
Ноктюрн. Исполняют педагоги детской музыкальной школы имени Лукина. Галина Аркадьева, скрипка, Инна Жмакина, домбра, концертмейстер, Важена Асташина, фортепиано. Я прошу обратить ваше внимание на выставку под названием «Жизнь подлинная музыки». Музыка Рамбана Пурнышна. Центральное место экспозиции занимает книга Филипп Лукин, музыкант, общественный деятель. Это книга научный составитель, научный редактор и составитель книги Михаил Григорьевич Кондратьев, всем известный музыковед и доктор искусствоведения. Знакомый с данной книгой, современный читатель может получить целостное представление о нашем великом мастере Филиппе Мироновиче Лукине. Слово предоставляется музыковеду, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики, кандидату искусствоведения, доценту Чувашского государственного института культуры и искусств, старшему научному сотруднику Чувашского государственного института гуманитарных наук Бушуевой Любови Ивановне. Пожалуйста. Миронович Лукин, представитель композиторской школы нашей, национальной композиторской школы, в которой было несколько поколений. Наверное, у всех на слуху имена Степана Максимова, Федора Павлова и Василия Петровича Воробьева, основоположники, которые творили в 20-30-е годы прошлого столетия. И вслед за ними в послевоенный период, начиная со второй половины прошлого столетия, пришло новое поколение композиторов, которое в масштабе нашей композиторской школы было самым многочисленным. И вот, пожалуй, самая репрезентативная фигура, самая показательная, самая значимая фигура среди них был, несомненно, Филипп Миронович Лукин. В нем замечательно проявились лидерские качества и это чувство для окружающего. Это можно увидеть и по фотографиям. Вот сегодня демонстрируются фотографии. И обратите внимание, на всех фотографиях, начиная с довольно юного возраста, с того времени, когда он учился в музыкальном училище, он нигде не сидит за эстрадой, он всегда находится в центре. Это вот самоощущение человека, это та самодостаточность, которую он чувствовал в себе, ему, по-видимому, не надо было никому ничего доказывать. Вот. Это чувствовали, конечно, и окружающие. И я думаю, что это один из факторов, благодаря которому деятельность
Лукина была чрезвычайно многогранная. Вот сегодня уже говорил, что он был и композитор, и педагог, и дирижер, и общественный деятель. И каждое из этих направлений его творчества развивалось в разные периоды, в разной степени. Ну, мы, конечно, прежде всего говорим о Филиппе Мироновиче Лукине как о композиторе, но ведь изначально он был дирижером, он был инструктором хора, так называлась его профессия, которую он учился в Чебоксарском музыкальном училище в довоенный период. И вот в этой профессии он успешно проявил себя с самого начала благодаря исключительности, благодаря целеустремленности, потому что, конечно, не все учащиеся музыкального техникума, музыкального училища могли поступить в столь уважаемое высокое заведение, как Московская консерватория. А Филипп Миронович там учился, и несмотря на то, что началась война, в первый год войны он сумел закончить консерваторию и вернулся в Чебоксары. И в Чебоксарах вот это направление его деятельности развивалось достаточно успешно, потому что именно благодаря настойчивости Лукина ансамбль песни и танцы, который он возглавлял, вернувшись в Чебоксары, смог выехать на фронт, смог дать 130 концертов. Это было по тем временам очень значительным событием, очень масштабным мероприятием и большим вкладом, конечно, несомненно, в победу народа в Великой Отечественной войне. Но эта работа потом свернулась, и Филипп Миронович оставил для себя только преподавание, потому что более 30 лет он преподавал в музыкальном училище, воспитав не одно поколение учеников-дирижеров. Как композитор он не сразу себя ощущал, он стал говорить об этом после смерти Геннадия Воробьева. Вот столетие в этом году отмечается Геннадия Васильевича Воробьева. Студент был настолько талантлив, настолько ярко проявил себя в искусстве и как пианист, и как композитор, что Филипп Лукин понимал масштаб своего дарования, масштаб дарования Геннадия Воробьева и соизмерял это. И вот только когда Геннадий неожиданно безвременно ушел из жизни, он задумался о планах в сфере композиции. И опять-таки вот он не брался за все, он ярко проявил себя, пожалуй, в одном жанре песни. Да? И количество песен, оно с лихвой восполняет то, что он как бы себя ограничил жанровой своей сфере. Он не писал оперы, он не писал балетов, он не писал симфонии, но зато песен он написал около 900. Вот. Ну и, пожалуй, одна из самых ярких сторон его дарования – это общественная деятельность. Он умел выступать, он любил выступать, он умел формулировать свои мысли, и никто из композиторов не смог написать такое количество статей большое, это свыше 100, как Филипп Миронович Лукин. И вот лучшие фрагменты, они как раз опубликованы в той книге, которая стоит здесь, представлена на выставке. Филипп Миронович Лукин, композитор и общественный деятель. Вот. И, конечно, эта личность была очень притягательна, и никто из чувашских композиторов не подвергся такому вниманию со стороны художественной интеллигенции, как Филипп Лукин. Есть портреты Филиппа Лукина, они выполнены и в живописи, и в графике, есть скульптурные портреты, есть передачи. И вот эта книга, посвященная Филиппу Лукину, до этой книги вышло 2 всего лишь монографических сборника о чувашских композиторах. Это очень мало. Значит, первый сборник был, первая монография была посвящена Григорию Хербю, потом вышло 2 монографических сборника: Александр Васильев, Григорий Хербю, и, наконец, вот это полноценное, это солидное издание Филипп Миронович Лукин. Ну, и я надеюсь, что то, что сегодня мы представляем, да, это еще, конечно, восполнит и дополнит облик Филиппа Мироновича Лукина, удивительно многогранной личности. Филипп Лукин – автор инструментальных пьес для скрипки, валторны, обоя, кларнета, виолончели. В исполнении заслуженного работника культуры Чувашской Республики, доцента Чувашского государственного института культуры и искусств Валентины Архиповой и солистки симфонического оркестра Чувашского государственного театра оперы и балета Татьяны Максимовой прозвучат произведения Филиппа Лукина «Элегия» и «Консонета».
Союз композиторов Чувашии. Сохранился видеофрагмент выступления Филиппа Лукина на 4-м съезде композиторов Чувашской Республики, 1973 год. Видеоматериал нам любезно предоставила Макарова Светлана Ильинична, музыковед, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, член Союза композиторов Российской Федерации, заместитель председателя Союза правления композиторов Чувашской Республики, преподаватель Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова, председатель музыкальной гостиной «Мерчень» нашей библиотеки. Светлана Ильинична, любимая наша, встречаем вас. Добрый день. Очень жаль, что у нас осталось очень мало видеозаписей. Слава Богу, вот этот малюсенький фрагментик. Но вы обратили внимание, что не сразу мы видели Филиппа Мироновича, а был там Жиганов, ректор консерватории, потом Лопов, профессор Казанской тоже консерватории, а потом наш Филипп Миронович. Я уверена, что вы, конечно же, его знали. Он был удивительным человеком, удивительной доброты, широты души. Я не говорю, что он был замечательным композитором уровня СССР. Это очень высокая честь. Его знали во всех союзных республиках и даже знали за рубежом. Его произведения исполняли, например, в Германии скрипач Михаил Гонберг играл его элегию, которую мы сегодня с вами услышали в исполнении преподавателя музыкальной школы имени Лукина. Это замечательно. Что ж сказать о Лукине? Мне привелось о нем писать много материалов, и последняя статья, последнее интервью тоже принадлежало мне. Это было 2 июля 1993 года. Через 7 месяцев Филиппа Мироновича не стало. А почему так произошло? Потому что зимой в гололед он во дворе своего дома поскользнулся, ударился виском. Но к лету он начал выздоравливать, и потом сказал, что болезнь вернулась, и его забрала в иной мир. Так вот, с надеждой, что Филипп Миронович уже легче стало, и мы можем от него ожидать новых произведений, новых деяний на уровне не только Чувашии, на уровне России, СССР, можно сказать, даже мира, потому что его имя вписано в реестр музыкантов мирового масштаба. И время, я уверена, докажет это. Что я узнала из последнего интервью? Мы же много знали о его жизни, биографии его часто писались. Я сама о его жизни, творчестве писала. Ну вот что он рассказал. В семье, во-первых, отец, он родился в 1913 году, а в 1914 году отец его погиб на фронте. И семья осталась, где было 9 детей. Представляете, мать воспитывала 9 детей, где 7 мальчиков было, 2 девочки. И вот такое трудное детство, когда приходилось преодолевать, доказывать, что ты имеешь на все право в этой жизни, ты должен достигнуть всего, чем тебя Господь таким талантом одарил. И вот эта воля, настойчивость позволили, пройдя трудное детство, выйти на счастливую дорогу достижений, успеха. Ведь вот сегодня прозвучало, что Лукин написал около 900 произведений, где основной жанр песни, но и много инструментальных сочинений. И почти, да, пожалуй, не почти, а все произведения были исполнены при его жизни.
И Филипп Лукин композитор чувашский, у которого опубликованы были только в Москве 11 сборников произведений. Ни одного композитора до настоящего времени в Чувашии нет, чтобы столько изданий Москва публиковала. А Москва обратила внимание на талантливого юношу, когда он поступил в Московскую консерваторию, он там брал уроки, он поступил на факультет хорового дирижирования, потому что не очень сильно владел фортепиано. Ну, а как вот чуть-чуть пораньше я вернусь, о чем мне, чтобы не пересказывать биографию, о чем мне Филипп Миронович рассказал, то вот о чем мы не сможем прочитать. Что, как он в музыку пришел. Наши основоположники, Павлов, Максимов, Василий Воробьев, они, когда была организована музыкальная школа, интернат для одаренных детей, они стали ездить по районам, по деревням Чувашии. И там они отбирали талантливых ребят для того, чтобы музыке обучать. Государство понимало идею важности формирования культуры, музыкальной культуры. И прослушано было 14, в основном мальчиков. Все-таки музыкальное искусство — это дело, в первую очередь, композиторское, мужчин. И среди 400 отобрали только 18 человек. Лукин рассказывал, что я был уверен, что меня не примут. Не может быть такого, что я чем-то лучше других, что ли. А вот его взяли, в списке был он в числе первых, кого зачислили эту школу-интернат для одаренных детей и начали обучать композиции. Кстати, его первым учителем по композиции был Федор Павлов. Это один из наших великих чувашских композиторов. Павлов поехал на учебу в Ленинград тогда, и его сменил выпускник Московской консерватории Владимир Кривоносов. То есть он у нас уже в Чувашии получил блестящую школу, а потом Московская консерватория, великие учителя, и в Москве обратили на него внимание. И когда вот он пришел в 1945 году, робко, как он рассказывал, принес 4 песни для того, чтобы, может быть, какую-то одну возьмут, опубликуют в сборнике, который готовил Музгиз, нотный сборник. Взяли все 4 песни, и из этого сборника одна песня стала гимном, позывными Чувашского радио. И эта песня молодежи. Долгие годы трансляции открывались звучанием припева песни молодежи Лукина. А другая песня «Счастливая дружба», ее взял в репертуар знаменитый литовский певец Вергилиус Норейка, тоже вошедший в историю мирового музыкального искусства. Это же замечательно. Ну, о том, что Филипп Миронович не только композитор, а общественный деятель, но это особая, конечно, тема. И он думал в первую очередь о музыкальном образовании. Он инициатор открытия музыкально-педагогического факультета. Сейчас Педуниверситет имени Яковлева, там этот факультет. И он по его инициативе открывался лицей имени Лебедева для одаренных детей. То есть начинания были замечательные, они приносили и приносят, как Педуниверситет, большие результаты. Ну и другие начинания. Филипп Миронович ведь огромной властью обладал. Он мог в любой кабинет войти. И его даже, я могу сказать, обожествляли, боготворили и везде принимали без записи. Самое высшее начальство открывало дверь, входил, к нему прислушивались. А идеи его замечательные были. И в области образования, и в области организации творческих коллективов. Музыкальное общество, хоровое общество организовал, музыкальное общество у нас в Чувашии возглавил, к сожалению, их у нас уже сейчас не существует, у нас какой-то маленький там упадок идет, но мы ждем новую волну, конечно, потому что в истории и взлеты, и падения всегда были и продолжаются. Ну, еще что хочу сказать о Филиппе Мироновиче.
то, что он очень остро чувствовал талант, который заложен в человеке, и ему не нужно было долго общаться, у него такой был индикатор, что он моментально он распознавал. И он, вот сейчас есть у нас чувашская энциклопедия, 4-томник, и все люди, деятели искусства, которые, чьи фамилии мы там находим, всех их ведь поддерживал Филипп Миронович Лукин. Выдающиеся деятели нашего театра, наши композиторы, музыканты, инструменталисты, исполнители. Пожалуй, нет ни одного именитого музыканта, так, среднего и старшего возраста, кому бы не помогал Филипп Миронович. Вплоть до того, что он советовал, даже уговаривал кого-то, кто-то вот сомневался в себе, да, надо тебе ехать в консерваторию, у тебя талант, давай учись. Вот Алевтину Васильевну Зинкину, народную артистку Чувашии, заслуженную артистку России, он уговорил и повез поступать в Московскую консерваторию. То есть сам ездил со студентами, наблюдал, как они потом развиваются творчески. Он их привечал, когда они приезжали, возвращались в Чувашию. То есть он как вершиной был нашего образования, искусства, он направлял, вел нашу культуру. Это замечательно. Вот говорят же о роли личности в истории. Так вот такую высокую, значительную роль в нашей культуре, в нашем музыкальном искусстве играл Филипп Миронович Лукин. Благодарю вас за внимание. Довольно хронично. Ну а сейчас прозвучит легендарная песня Филиппа Лукина на слова Юрия Семеньера «Ишнангри Палан». Исполняет солистка Чебоксарской муниципальной певческой капеллы «Классика» Татьяна Чекушкина. Встречаем! Ушла грибова,
Со времени создания песни прошло 35 лет. Хочу напомнить, дорогие друзья, что к столетию со дня рождения Филиппа Мироновича Лукина была издана книга «Судьба одной песни». Автор, составитель книги Яковлев Александр Васильевич. Я его сейчас здесь не вижу, но он сегодня согласился прийти. Так, нет, автор, составитель. В данную книгу вошли включены воспоминания артистов вокального жанра об исполнении данной песни. Здесь, я знаю, находится Роза Степанова. То она тоже всегда исполняет эту песню, Шлам Грибалан. И еще отрадно, что среди нас сегодня сам автор слов этой песни Шлам Грибалан Юрий Семенович Семеньер, народный поэт Чувашии. Чуваш поэзия и Юрий Семеньер. Onun kefidar kırmalar için. Kefidar kırmışken konserleri mücadelesinin boyatlarına hışokçu yeri kalaşan lüle kalıp malını çok fazla bırak olmalılar. Bunda var hacer kefidar kırmalar için. Telefonda olmanı bildir işte. Hep de kokşumrat yulaş kesimler kandım da kşaldet. Şanda, ormanda uzun süre çok çalışkan bir kalan köpeğinde, çok yaşayacak yürüyün köpeği şuraçı dedi, şanda hepsine biraz para kalıyor. Şanda ritimle şezayil hadet mana kalır. Şezayil hayışken, vişe bundan onbatı şükran taraf bilmiyoruz. Şam çubuğa itlesek hadet. Şam köpeği esmanı böyle samanı köpeği paylaşsak ama bu taraf şirin zemde. Böyle sapıkre. Manda iletecek, artık hayli yollat, burası işte balık alat, yorum bir de bırakırlar hadi. Ancak kolay yorum bulat dedi. Var ya bu günde Tamar Ivanoviç Makov'un alınçın baldan yollatlarca, efiraglarca radyo olan, ondan sonra dolar söyleşi, sonra Tamar Ivanoviç bu Штата Кужарчиш, Слава Равол, Мускаври композитор за съезд, Чешай Евра и для Дермеда, Чан Малган Манатик, Александр Николаевна Пахмутова, Пырша Салмулари, Ушкам Гиребан Манапили, что здесь это. Шау Евро Бельгии, где на шахта, Халх Сахалмар Еврариш, Хали Еврагалаш, Перехинчамана, Перендю институтне, Чанчеш, Евро искусственное, евро мерение, сейчас я не знаю, где я требовал машкан. Подряд район чемпионы поручительницы Калать. Шар Руслан Гиребан, евро был халх еврей, был это же был малать, это же куда-то бегали. А я буду не кадр. А сорнали хакпа, писце, шайлаштар, сашанбек, педемлетью тума полторан был халх еврей, был это же десятый. А вот Калать, подряд район жертвильно, рендекен. Evde şartlık başı predeshine hamın zemahatet. Bir yılda bir video layık mekanizatör portet. Hıd layık işletet. Ama bırakınca yılda şuur dedi, hıd dedi bir yılda. Şartlıkları seçereyman, uyan okumalar bulman. Bu var dedi, gerekçim dedi. Uramura, kutsa gümrükne, uğraşımsa bezel, şökülen çıktı kerşevinkine. Şartlıkları işte Şurmuşince burada dedi, şurmuşince burada dedi, bir sebebin çok nedir? Şu gülen çıkınca, şu gülen çıkınca dedi, çevardaki şey kısıbeydi. Kışabda, hanıman savani, hanıman, harika yaptıracak falan, dedi, şorunlara kürdün dedi. Çavaş kompozitör, Çavaş поэзии ничего получил. Василий Иванович Давыдов, Андрей Гончар получил помещение Еврожурнал. Ялги Беляшля, Шалватар Шермен Шабендербеда, Квадр Еврая Еврожурнал. Bir de
поэзии Бахалахня, Савасен Юрланас Лахебе, Юрланас Марлахня, Тарна Марлана Чипирен Преволозаватя, Пашпробуется Ман Югаш Порча, Иван Аршинов. Вот шатери в этой деревне Савасене. Сейчас можно тут ложать. А платформ марши, Швейцария очень держит штрафа. А фильм Бурмин на Нишанта, потому что мы с Васильевта была закухна, а вот там кома на перекире шлепром баладе, платье кюрде. Шаведя боится сумми. Фильм Бурмин самах мои глаза сумми. Войдя с обысом чекала надежда. Элек прошедшен сундал, я отложил на том садом жукне, он видит его пишет, это несал сундал, это литературу журналистия. А по Бусасуну поэзия на нас лохе, уже край работы был. Депутат полномая, Филипп Миронович Кирин, Красноармейский район, Хвилавиша Зень, Хвилавиша Зень, Видовзень, это собрался, принимаешь, что Зень положается, Чарли Небрана Хальта Пита, Юраца, а знаешь, я, кстати, хочу, как депутат Сендовича. Выпадня очень Зень, Хвилавиша Зень, Курса, Токсасын, Киринчевши, Кашнун, Батнича, Альвара, тем скорее, на жанрах говорит, Красноармейский правильным животом, музей, почти Лукин музей, Чандавара, библиотека, которую надеюсь, он как убегтешься, Шали не были, нам хам район Ди, Аструдасин, как штат Шлена, не вытанчит, они или потом связя, Хайжай не был крышкой, зеркало, например, он таланча, он зумы, он человек, она в принципе видит, хакла, тогда вы всегда хактоваться. Егор Филипп Лошников, Зелени Богдаев, Семен Юрьевич, Мунасем, Уштаятвар, Чуваш школы в культуре нечатмик, Высок Шая, Шимлезе, Хума, переехала в Пазабуныша, Айба Бусини Мурда. Чувашская народная песня в обработке Филиппа Лукина. Хана Юрьев. Исполняет солист Чебоксарской муниципальной певческой капеллы «Классика» Василий Яковлев.
Репову. Друг. Так говорят о Филиппе Лукине его многочисленные ученики, коллеги и друзья. С огромной теплотой и благодарностью вспоминает о нем Осипов Александр Аркадьевич, музыковед, тележурналист, член Союза композиторов Российской Федерации, заслуженный деятель Чувашской Республики. Вам слово, Александр Аркадьевич. Сылых телевизоре бөлмеде баян шағында ешілін Филипп Шелукин Чинчи Азайдың бөлмежен тағдар өшін. Ну, вырастада қалмала бұл мен жыл десей. Филипп Миронович Лукин, если о нем говорить, то как о личности, как о человеке, мне бы хотелось несколько таких зарисовок о нем вспомнить. Первое, что вот мы не знаем, какой он был в молодости, естественно. У меня лично с ним очень большая разница в возрасте. Но вот один из фактов, которые вспоминали о нем, который вот известен, давно есть в печати тоже, 1947 год. Филиппу Мироновичу где-то было 32, если я не ошибаюсь. Умер, в 1947 году пришел Степан Максимович Максимов из тюрьмы, он 10 лет отсидел в лагерях в Колыме, и через 2 года умирает. Это был 1949 год. И на похоронах были люди, которые говорили еще, ну, естественно, он не был реабилитирован, 10 лет отсидел от звонка до звонка. Были люди, которые даже говорили «собаки, собачья смерть». Можете себе представить? А Филипп Миронович Лукин после похорон тут же всех собрал людей и сказал: ребята, вы должны его по-человечески помянуть. Вы представляете, в то время как бы пойти против и сказать не так, как все собаки, собачья смерть, да? А он говорил, что нет, он не виновен, вот все равно справедливость восторжествует и так далее. Вот это вот первый факт. И значит, надо быть какой сильной личностью, чтобы вот так вот взять и сказать против. Ну, сами знаете, против чего и против кого. Затем еще один момент. Я был студентом, это уже музыкальное училище, где-то, наверное, 74-75 год. Тогда, помните, приезжало много артистов к нам, солирующих. Пианисты, скрипачи, инструменталисты. Была такая пианистка Гита Атласман. И вот уже после концерта Филипп Миронович в центре зала в музыкальном училище сидел, и, в общем, она выходила там в чай цветы, замечательная артистка, играла программу Бетховенскую очень сложную. Он кричит на весь зал: «Гита, Гиточка, это же ведь я!» Не стесняясь ни студентов, никого. В общем, они встретились, оказалось, что учились вместе в одно время в консерватории. И, в общем, потом на эти концерты классической музыки, на них всегда можно было видеть Филиппа Мироновича Лукина, председателя Союза композиторов, общественного деятеля. И человек, вот можете представить, конечно, как было хорошо людям под его руководством работать в то время. Почему? Потому что это был человек, ну, широко образованный, который ценил классику, который вот хорошо в музыке разбирался. Поэтому не случайно Филипп Миронович, к нему обращались все. Человек был необыкновенной широкой натуры, конечно. Там певцы, надо было какой-то талантливый, допустим, вокалисты, выпускники какого-то вот этого года музыкального училища или там в пединституте. Их нужно было дальше учить, готовить новое поколение исполнителей, композиторов, музыковедов. Он всем помогал.
Ну, надо сказать, правда, в ближайших консерваториях, начиная там от Ленинграда и Москвы, и до Казани, до Горького, все на кафедрах композиции, там, я не знаю, руководители кафедр, вокальных кафедр, там или вместе учились с Филиппом Мироновичем, или его, конечно, знали как композитора. Ну, надо сказать, что его песни тогда звучали не только, конечно, в Чувашии, но по всему Советскому Союзу, и даже в этих сборниках каких-то вот педагогических, детских, его произведения печатались, публиковались, поэтому его знали. Ну и, скажем, еще один факт, вот мы с ним вместе, 1985 год, мы проводили пленум Союза композиторов Чувашской Республики, а пленумы, в чем они заключаются? В концертах показывали по деревням, ездили по селам, ездили с артистами, исполняли песни чувашских композиторов, в том числе Филиппа Мироновича Лукина. Однажды Филипп Миронович приходит и говорит мне, а он, я тогда работал ответственным секретарем Союза композиторов. Так, едем в Ядрин возьмем с собой арфу. Я, Филипп Миронович, да как же мы идем? Арфа, она большая, куда мы идем? Ничего, грузовик, наймем на грузовик, погрузим и повезем. Вы знаете, что арфу повезли в Ядрин? Он говорит, люди же должны видеть арфу, знать, они же ее не знают. И вот арфистка была замечательная у нас, Гончарова, такая заслуженная артистка Чувашской Республики, несколько песен с вокалистами там выучила, она аккомпанировала на арфе. И там в деревню приехали какую-то, снимают арфу с грузовика, люди говорят, о, мы скашкасле, они говорят, о, какие большие пусты. Вот такие концерты были. И надо сказать, вот приехали мы тогда в Ядрин, гостиница, страшный холод, это где-то начало февраля. Страшный холод. Спать было невозможно в этой гостинице, как-то там ее кое-как нагрели. И я Филиппу Мироновичу говорю, Филипп Миронович, может быть, поедете домой, все-таки можно доехать, ну, 2 часа и дома будешь. Или, говорю, может быть, здесь кого-нибудь попросим, ну, у кого-нибудь дома переночует. Нет, ни в коем случае. Человеку было уже, там, сколько тогда, 70 с лишним, и вот он рядом, по-моему, со мной, и на раскладушке, спал вот в этой гостинице старой Ядрине. Вот такой вот был человек. Я хотел просто вот вспомнить о нем, вот такой, какой вот он был в жизни. Поэтому, ну, что касается его вот широты души, знаете, со временем, когда проходит время, смотришь на личность, на этого человека, с одной стороны, с другой, а как он в этой ситуации жил. Было 90-летие Филиппа Мироновича Лукина, в 2003, по-моему, году, да, 90 лет, юбилей справляли, и привезли нас в дом, где вот Филипп Миронович родился, там же новый построили, двухэтажный, такой, очень добротный, современный дом, это племянница его там построила, вот она говорит, вот, и что мне запомнилось, она говорит, знаете, Филипп Миронович при жизни-то стеснялся будет сюда приезжать. Дом был очень маленький, 2 окошка всего. Ну, естественно, 9 детей, отец умер там еще. Совсем они маленькие были. Дом большой так и не построили. И, видимо, он тоже был большим человеком, скажем, да, сколько он там депутатом и так далее. А вот все-таки не нашел где-нибудь взять и построить, хотя тут и недалеко, да, построить там дом себе. Или еще что-то. Так вот мама его, видимо, там родственники жили и умерли в этом небольшом доме, очень скромно, он очень скромно жил. В то же время, я помню, человек он был не богатый, конечно, естественно, у него не было каких-то там чего-то, запасов, видимо, особо, но свои дни рождения он проводил, например, там вот участников там концерта, оркестров и все остальные там, человек 100, 200, 300, всех приглашал. 70 лет, 75. Вот эти вот юбилеи Филиппа Мироновича, они вот запомнились, их помнят вот до сих пор все артисты. Вот такая вот широкая, замечательная душа была у Филиппа Мироновича Лукина. Спасибо за внимание.
И еще замечательное вокальное произведение на музыку Филиппа Лукина. «Сирень» исполняет солистка Чебоксарской муниципальной певческой капеллы «Классика» Татьяна Чекушкина, концертмейстер Юрий Крепов. Встречаем!